Приветствую вас, уважаемые телезрители. Вы смотрите еженедельное интервью с главой Ингушетии Юнусбек Владимирович Аслаумалейкум. Здравствуйте. После нашего крайнего интервью вы вылетели в Москву, где в тот же день приняли участие в торжественном приеме по случаю Национального дня Королевства Саудовской Аравии. Мы знаем, что у нас налаживаются активно дружеские и партнерские связи с Саудовской Аравией. Говорили ли вы о возможном дальнейшем сотрудничестве в рамках этой встречи? Ну, насчет налаживать еще рано говорить. Мы только начинаем, и не только с Королевством Саудовской Аравии, но и с Арабскими Эмиратами и с другими государствами арабского мира. Посмотрим, что получится, но пока настроение хорошее, в том числе и у руководства Королевства Саудовской Аравии, особенно если брать экономический блок. И посмотрим, сейчас есть определенные сдвиги в этом направлении. Международные вещи, они не так быстро, как межрегионально решаются, но тем не менее. Есть хороший прогноз. Буквально в начале октября у нас должна быть еще одна-две встречи такие важные. И самое главное, что мы уже мостик наладили между нашими предпринимателями и коллегами Саудовской Аравии. Увидим. В тот же день вы приняли участие в заседании правительственной комиссии. Какие актуальные для СКФО и для Ингушетии вопросы обсуждались в этом заседании? Сегодня проблема у всех регионов, и основная проблема – это нехватка средств даже на то, чтобы закрыть определенные социальные вопросы или блоки. Поэтому, конечно, правительство Российской Федерации в лице Дмитрия Николаевича Казака ищет максимально возможные выходы из положения, в том числе, какую помощь оказать регионам. Одно из таких существенных подходов и помощи – это пролонгация именно бюджетного кредита. Если у нас это один вопрос для нашей республики, это 2,5 миллиарда почти бюджетный кредит. У нас других кредитов нет. И, к счастью, мы никогда не брали коммерческие кредиты. То для других регионов это и бюджетные, и коммерческие кредиты, которые там уходят и за 10, и за 15, и за 20, а то и за 40 миллиардов рублей. Конечно, это такая сильная нагрузка на бюджеты. И на президиум Госсовета в Ульяновске по предложению Кабинета министров, и в частности министра Силуанова, президентом принято решение, утверждено решение о продлении погашения этих кредитов. Это хорошая помощь для регионов, в том числе там определены проценты, да, если мы раньше должны были в течение года там чуть ли не 600 миллионов вернуть обратно, то сегодня это совершенно другая цифра. Это хорошая помощь. Ну и мы знаем, что таким регионам, как Ингушетия, в том числе, софинансирование поставлено не более 5%, то есть 5%. Это огромная помощь тоже регионам. Ну и плюс ряд других вопросов, которые были связаны с тем, что мы получаем определенные полномочия и задачи с федеральным центром, но они не подкреплены финансами. У нас сегодня, в том числе в Ингушетии, есть ряд проблем. Я после уже встречи, уже совещания у Дмитрия Николаевича Казака побывал у замминистра финансов. И там мы тоже обсудили эти вопросы, где-то, наверное, в течение часа. Спорили, доказывали, объясняли, рассказывали, где, чего, как. Поэтому та помощь, те предложения, которые сегодня дает Кабинет министров, конечно, они выгодны для регионов, в том числе и Ингушетии. Надеюсь, что в ближайшее время мы сумеем получить хотя бы по социальным вопросам кредиторку, чтобы рассчитаться с нашими, кому мы должны деньги отдать. И дальше вопросы там связаны с обеспечением, в первую очередь, социальных проблем, социальных нужд граждан. Вы встречались с руководителем администрации главы государства, и, как писали на своей странице в Инстаграм, речь шла о состоянии экономики Ингушетии, о дальнейших перспективах развития. Вот как оценивается на уровне администрации главы наше состояние экономики? Ну, во-первых, у нас плановая встреча была с Антоном Эдуардовичем Война. Мы как раз там и обсудили вопросы, связанные с завершением
реконструкции федеральной автомобильной дороги, началом строительства объектов в рамках ФЦП «Культура России», тех 5 объектов, которые должны в республике быть построены. По этому поводу президент страны давал поручение прямое. Это и Дворец культуры, и Национальный музей, и драмтеатр, ну и так далее, и так далее. То есть 5 объектов. Ну и вопросы, связанные в целом и по развитию системы там, спорта в том числе. Нам и стадион надо построить, там, и ряд еще объектов, чтобы, по крайней мере, приблизиться к другим регионам по обеспеченности объектов. И я главе администрации объяснил, что министерство ссылается на то, что нет денег, но при этом мы не можем на равных условиях быть игроками с регионом России, где обеспеченность она зашкаливает, а у нас колоссально остается. Поэтому здесь Антон Эдуардович обещал помочь в этом деле, в том числе подключить федеральных министров для оказания помощи республике. И есть еще одна версия вашей встречи, неофициальная, скорее как размышление. В блогерской ленте Ковполита появилась такая информация, что касательно вашей встречи, что скоро вы можете занять пост руководителя администрации президента России. Если меня придет Греков, да? Конечно. Ковполит это вроде бы мне всегда казалось там, ну сейчас, конечно, там издание такое не поверхностное, а где-то в большинстве своем там пишет правду, но здесь они чуть-чуть ошиблись. Поэтому здесь ну, сегодня каждый пытается с учетом смены или замены губернаторов, глав регионов, пытается быть предсказателем, да, на опережение поработать, чтобы потом сказать, а вот наше издание первое сказало. Это как гадалка, цыганка гадает там, и из 10 вещей, что говорит цыганка, там 3 или 5 сбывается. Ну, к примеру, там, завтра утром вы будете завтракать. Ну, позавтракал, вот точно цыганка угадала, да? Такая же тема здесь, там, про 3-4 там губернаторов написали, вот угадали, про то, что там 4 не угадали ничего, а вот одного угадали, то начинают писать, что вот мы там предсказывали это все. Это рейтинг таких изданий. Поэтому я здесь на эти вещи не заморачиваюсь, и написали и написали. Начали распространять информацию, что на этой неделе последует отставка ряда губернаторов. Вот как вы сказали, где-то попали глава Дагестана, если брать, или же если брать губернатора Красноярского края, и ждали решения вашего, подадите ли вы в отставку. Поэтому сразу спрошу. Ну, во-первых, это глупости. Никто в отставку не подавал, в том числе ни глава Дагестана, ни глава там, Красноярской. Люди добровольно сами написали заявление с учетом и возраста, там, и подхода к какой-то работе, там, и по своим личным там, соображениям. Поэтому здесь нет принудительной отставки, так называемой. Я, например, не знаю, там, какие есть договоренности у главы Дагестана, там, Рамазана Гаджимрадовича, которую я искренне уважал и буду уважать всегда. Какие договоренности у главы там, того же Красноярской области с администрацией президента, да? Ну, нам это не ведомо. Я просто помню, как я сам становился тогда еще президентом Ингушетии, и никому не было там, для меня тоже это было такой новостью, да, Ашел Млаевич, так будем говорить. Поэтому это предугадать или посмотреть, ну, очень сложно. А в данной ситуации у меня есть свой срок, свое время, и я работаю на республику. Буду я дальше, не буду, уйду в отставку, не уйду. Это разговор, это, мне даже не хочется их обсуждать. Почему? Потому что терять на это время лишнее. Но так как в любом случае у многих возникают вопросы, и многие начинают там каким-то образом из этого делать политику, сразу говорю, по мне или у меня никаких в этом плане нет вопросов. Наша задача завершить в этом году все наши объекты, которые мы начали строить, начать, продолжить те объекты, которые мы начинаем строить, и продолжить вот тот курс подъема и экономики, и социалки, и благосостояния людей, который мы на протяжении этих годов проводим. Мы не поняли, в связи с чем, но все-таки, видимо, вот просто в поддержку вам запустили флешмоб ингушские чиновники. Я понял, да. Ну, я еще раз объясняю всем ингушским нашим чиновникам,
их поддержка не флешмобом. Флешмобом я сам могу кого угодно поддерживать. Их поддержка работает. Поэтому я в таких вот что ж на поддержках там не нуждаюсь. Поэтому я уже сказал, там понятно, что не со зла, и Сичоев Беслан там, или председатель правительства, и другие. Лучше, я на совещании отдельно это скажу, лучше публично в этих вопросах не выступать. А вот чистоту наводить, порядок наводить и сделать жизнь людей лучше на веренном участке, вот это будет не поддержка. Поэтому здесь они и так стараются, и там, поэтому я остальным вещам, вы знаете меня уже на протяжении там стольких лет, я отношусь к этому не совсем как бы благосклонно, чтобы я там что-то поддерживал. Мне не хочется, чтобы про меня там что-то писали, хорошо даже в интернетах, да, или там чиновники что-то писали, поэтому не надо никакой поддержки в этом плане. Работайте день и ночь, вот это будет для меня поддержка. Вы представили исполняющего обязанности администрации главы Ингушетии Магомеда Индиева. Какие задачи поставили перед Магомедом Джабраиловичем? И вот если брать в общем, как вы оцениваете работу администрации главы республики? В целом Башир Умарович наладил работу в администрации, систематизировал многие вещи, которые там не получались в предыдущие периоды. Ну и выстроил схему работы. Но при этом у Башира Умаровича свои планы жизненные. Он попросился уже не первый раз. Поэтому я уже там удовлетворил его там просьбу, подписал заявление. И думать здесь тоже мне долго не нужно было. Почему? Потому что Индиев Магомед, он был уже здесь руководителем, работал и довольно успешно. И я его отпускал тоже по его просьбе в аппарат правительства, парламента, понимая, какую нагрузку он здесь тоже понес. Я его вернул обратно, и я уверен, что сейчас он укрепит те начинания, которые были у Башира Умаровича, и продолжит дело. И тем более это очень важно сегодня, человек, знающий в целом республику не понаслышке, а полностью изнутри, он очень удобен как глава администрации. Потому что и косвенно, и не косвенно он касается всех сфер деятельности. Ну и процесс управления, с учетом авторитета главы администрации, он будет на порядок выше все-таки. Почему? Потому что все чиновники, в том числе и главы муниципальных образований, сельских поселений, знают его великолепно. И я думаю, что здесь мы еще лучше улучшим работу нашей администрации. Вот возвращаясь к вашей поездке в столицу, у нас в Госдуме проходила выставка, посвященная юбилею республики. Кто из гостей присутствовал и как оценили мероприятие? Мы не планировали как такую выставку делать, мы планировали сделать просто фото-выставку. Но с учетом того, что у нас 22-го прошел концерт вместе с нашими братьями Карачаево-Черкесии, уже основные там выставочные материалы были в Москве. Ну, посчитали, что давайте мы все-таки пошире сделаем. Удачно, хорошо у нас получилось. И в течение 5 дней эта выставка шла. Присутствовали уважаемые почетные гости, в том числе и руководители фракции, в том числе и заместители руководителей от Государственной Думы, представителей. В том числе пришли члены Совета Федерации, туда же в Госдуму пришли. Многие депутаты пришли. И Васильев Владимир Владимирович от имени Володина зачитал приветственный адрес и поздравил нас. И представители «Справедливой России», КПРФ, лично сам Владимир Владимирович Жириновский. Он, кстати, один из немногих руководителей фракции, который сам лично всегда на такие мероприятия приходит. Не только к нам, а во все регионы. Это тоже такой хороший пример для других руководителей фракции. Но, тем не менее, в тот день руководители фракции не было на месте, они по своим делам выезжали. Поэтому я уверен, если были бы на месте, они пришли бы. Тем более гвардия сержанта ВДВ, руководитель фракции «Справедливой России» Миронов. Но понравилось всем. Удачно, хорошо мы сделали. И еще раз убеждаю, что такие выставки, они, во-первых, несут небольшую там бюджетную нагрузку
финансовую нагрузку, но при этом эффект от этих выставок более чем существенный и хороший. И те же буклеты про Ингушетию, те же там наши успехи, начинания, не говоря же про продукцию, которая производится в республике, это все буквально там через каждый час надо было там дополнять. То есть людям было интересно изучать это все. В четверг вы посетили детский сад «Волшебный замок», чтобы в лице коллектива поздравить всех работников сферы дошкольного образования. Мы знаем, сколько сделано, видно и понятно для развития дошкольного образования в Ингушетии, школьного. Скажите, пожалуйста, и вот сколько у нас сейчас строится объектов дошкольного образования, школьного образования? Мы знаем, что вот в микрорайоне 110 га ведется строительство детского сада, школы, Назрани. И самое главное, вы как-то говорили о том, что на некоторых стройках есть отставание от графика. Отставание — это такие вещи, что нагоняемые, все равно они будут достойны, понятное дело. Мы должны были сдать на 110 гектарах, это была такая наиболее такая нужная школа, да, и я, конечно, очень недоволен и Министерством строительства, и теми подрядчиками, которые взяли на себя эту школу и не достроили. Поэтому у меня после открытия школы все равно будет с ними отдельная там тема. Люди все-таки с оползневой зоны, и возить детей на автобусах туда вверх, вниз, очень сложно, тяжело, для родителей тяжело. Поэтому я их просил к 1 сентября завершить. На 1 ноября или после ноябрьских праздников откроем эту школу. Такая же школа за каналом Вальтиева. Она очень хорошая школа, мы ее тоже откроем, 2 школы. А до конца года мы еще откроем 3 школы. То есть у нас 5 школ сейчас в этом году. Это почти, если брать там на 3500 новых мест ученических. И мы откроем еще 2 детских сада. Даже 3 детских сада, я уже сам начал забывать. Это тоже хорошие проекты. И поздравляя, я посетил и школу номер 6, очень великолепная, очень хорошая школа, и детский сад «Волшебный замок». Конечно, поздравляя от воспитателей именно детского садика, я в их лице хочу поздравить всех наших воспитателей, которые там в детских садах работают, и воспитатели, и педагоги. Их всех вы называете воспитателями, там есть и методисты, и воспитатели, и педагоги, обслуживающий персонал. Всем большое спасибо за то, что вы делаете, но все равно не могу не сказать сегодня. Спасибо. Просил бы, я там еще раз убедился, посещая детский сад и школу, и говорил об этом заместителю министра образования, что мы, строя вот такой великолепие, должны в разы повышать требовательность педагогов, воспитателей. Почему? Потому что если они под тем же старым меркам будут работать, мы КПД уровня качества образования не достигнем. Должно быть там, к самому себе требования должны быть. Почему? Потому что вчерашние условия, сегодняшние — это совершенно другие условия. Поэтому мы имеем моральное право, во-первых, это требовать. Во-вторых, мне бы хотелось, чтобы сами и педагоги, и воспитатели, и методисты, все, кто занимается в сфере образования, независимо, дошкольное это там или школьное, все, чтобы обращали на это внимание и повысили в разы требовательность к ученикам, чтобы у нас качество образования было на должном уровне. Еще скоро у нас будет еще один подарок уже для поколения чуть постарше, для молодого поколения. Это культурно-досуговый центр, который строится на территории Назранского мукомольного завода. Как скоро он будет сдан? Да, мы в этом году его сдаем. Мы в этом году сдаем еще 2 бассейна. Это в Назране один. Кстати, бассейн очень хороший тем, что он еще там отдельный зал для людей с ограниченными возможностями. Это, наверное, первый там на Северном Кавказе такой хороший бассейн. Один бассейн здесь в Магасе, еще один сдаем. Сдаем хоккейный, как мы его называем, там, спортивный комплекс с ледовым катком на 600 зрительских мест в Магасе в том числе. И сдаем культурно-досуговый центр в Назране. Это все будет там, в пределах ноября-декабря. Мы эти объекты будем сдавать. Это хорошая такая тоже подспорье.
И эти объекты, там, если два объекта строятся из внебюджетных источников, то два объекта строятся с учетом нашего софинансирования в том числе. Поэтому это хорошие проекты, хорошие объекты. И с техным вводом строя еще больше увеличится людей, которые будут заниматься и спортом. А культурно-досковый центр, он, конечно, очень удобен, хорош тем, что мы туда заведем в том числе весь ансамбль Ингушетии. Сделаем его, это здание, как штаб-квартиры ансамбля Ингушетии, чтобы наш госансамбль гордился, что у них есть свое здание, свое помещение. Слет юноармейцев СКФО прошел в Ингушетии в эти дни. Движение новое. И вот как-то так быстро у нас это получилось сформировать. Очень много ребят вступило. Вы присутствовали на этом мероприятии. Как вам наши ребятишки вот, именно в роли юноармейцев? Я хочу сказать вот тем, кто на это смотрит с усмешками, вот на этих юноармейцев там, или там, пионеров, там, или, которые смотрят на эти вещи с усмешкой, которые говорят, там, а зачем это надо? Вот эти люди, которые вот так говорят, им вообще ничего в жизни не надо. Им надо сделать незаконно себе инвалидность, это им надо. Незаконно что-то там пробить, это им надо. Постоянно что-то просить, это им надо. А вот участвовать в таких общественных мероприятиях им не надо. А что такое юноармейцы? Это дети, которых мы должны воспитывать в духе патриотизма к своей отчизне, большой родине, малой родине. То, что мы строим памятники, то, что мы делаем музеи, то, что мы возрождаем забытое наше прошлое, то, что мы везде, где наши земляки участвовали в различных войнах, делаем там обелиски, памятники, чтобы и самим себе напомнить, и не забыть дальше. И чтобы место там, кто живет, то в Курске, в Ленинграде, где бы они ни были, чтобы они помнили, что здесь были ингуши, что они воевали достойно. Это ничто, если по этим следам не пойдут наши дети. Мы в голову детей вы должны вкладывать. Начиная там от всех наших там былинных героев, на этом воспитывается вообще подрастающее поколение. Заканчивали реальными героями. Если мы берем там период там, каких-то войн, там, при Николае I, при Николае II, там, при всех этих делах, еще до них народные герои на зале славы они есть. Каждый ребенок должен понимать, кто это такие. Если мы берем того же Худжбарова или там Суланбека Сагапшинского, они должны это понимать. Не показывать их как разбойников, как кому-то хочется показать, а показывать их как народных героев. Люди, которые боролись с несправедливостью. И боролись не ради там личной наживы, а за своих людей, за свой народ, еще в то время. Если мы говорим про героев там дикой дивизии, не смехаться, не смеяться, что они кресты повесили на грудь, на наших полных георгиевских кавалеров, а гордиться ими. И говорить им спасибо, что они были тогда, и у нас есть сегодня возможность сказать, что мы тоже герои, мы тоже воевали, мы тоже достойны. Понимаете, нет? Если бы нас везде перечеркнули, нигде бы не было, насколько было бы молодежи тяжело где-то с кем-то вести диалог. И когда наша молодежь сегодня в состоянии апеллировать на любом уровне достойными людьми, это дорогого стоит. И когда наши детишки видят, что первый герой Российской Федерации, современной России, ингуш, наш земляк, достойный генерал, летчик, мастер во всех отношениях. Почему нет? И кто должен на его примере воспитываться? Да, он летчик для всех россиян, для всей страны. Но я так понимаю, что наши-то должны в первую очередь на его примере воспитываться. Вот когда вот эти ребятишки появляются, это большой плюс. Они заняты, да, где-то холодно, где-то жарко, где-то они стоят, где-то их возят. Но в остальное время они должны заниматься в своих кругах. У них должно быть свободное время. Это как Тимур и его команда. Они должны ездить в музеи, они должны помогать там. Вот у нас как одна из процедур будет, в том числе,
помочь там неимущим, там, на поруки кого-то взять, еще что-то сделать. Вот недавно показывали, там в Али-Юрте старушка, я там дал поручение разобраться, откуда она появилась, эта старушка. Без роду, без племени, как не стыдно там родственников. Вообще, как это могло быть? Потому что с главой села разобраться, почему это так происходит, почему социальный отдел. Вот для таких одиноких, вот эти дети тоже должны быть. Они должны участвовать, они должны смотреть. И для каждого родителя должна быть там за честь, что их ребенок именно оказался в движении юноармейцев. Самое главное, мы их воспитываем в чувстве патриотизма, защиты своей малой родины и большой родины, страны. И что в этом плохого, если они уже с детства к этому начнут привыкать? Все наши ребятишки. Им, конечно, надо поддерживать, и я родителей просил бы не бояться этого, а наоборот, пусть они занимаются этими делами. Они учиться будут хорошо, они будут делом заняты, и они, благодаря вот этому движению, выберут какую-то себе профессию, в том числе военную, а мы будем им помогать. Как всегда, о том, что пишут пользователи социальных сетей, одна из главных тем на этой неделе, в последнее время, это перинатальный центр. Построили очень красивый большой объект, нужный, важный, современный в плане оснащения. Но все чаще в сети появляются различного рода возмущения, видео, фотографии. Писали о том, что вы стали причиной того, что не стало комнаты для молитвы, да. И показывали еще видеоролик, где маленькие дети остались без присмотра врачей. Вот. Ну, знаете, соцсети – это такая ядерная бомба современности. Да? Она вызывает там довольно серьезные осложнения в обществе, но и какие-то плюсы, кому-то приносит дивиденды. Мы помним, как благодаря там рассылкам в группе там, в Нижнем Новгороде там, убивают ингушей, там, помните, да? Ну, куча всего этой гадости. Конечно, таких людей надо привлекать к ответственности, которые вот именно через соцсети волнуют людей. Ну, к населению обращаюсь. Да, доктор Андреевич, ну, не верьте вы этим словам, не слушайте вы этот бред полный. Нет такого, чтобы в больнице, в ФАПе там, или это. Да, есть где-то упущения. Не все там, все тоже люди, не все там добросовестно работают. Но системно ошибки быть не может. Ну, не позволяет там, эта машина такая, она не позволит быть системной ошибкой. И то, что эта женщина, которая там потом выяснилась, сама там, ну, насколько у нее там, ну, она там работает. У нас есть такая тема, если директора школы хочет снять, своего человека поставить, тут же начинает в соцсетях. И крутят, пока там не добьют этого директора школы. Там. Ну, если мы же это видим. Поэтому, конечно, на эти вещи не надо обращать внимание, а все должны делать свою работу. А министерство, по чьим линиям это все проходит, они должны не оправдываться, а опровергать. Но это делать надо, не делая рекламу тому, кто это забросил. Вот нашли эту женщину, ее надо показать людям и таким с волчьим билетом уволить оттуда, чтобы она даже в частную клинику не могла уйти работать. Просто взять на контроль. И не пускать ее никуда на работу, потому что у нее душа черная, не может она быть такой. Ну как она может ради своей выгоды над ребенком издеваться? Я даже, ну, думаю, даже уголовное дело можно было возбудить за такое вот отношение к ребенку, там, ко всем этим. Но и самое главное, были вчера в каких-то приспособленных помещениях. Ну, великолепное здание построили, все сделали. Ну, радуйся, убери там черноту со своей души. Ну, ну, каким-то образом, ты же врач. Дала, говорю, мы ее улучшим. Там. Как так можно? Она делает это. И таких тоже немало, к сожалению. Поэтому на это не надо обращать внимание, но министерство должно обращать внимание, как-то опровергать эти вещи и наказывать тех, кто вот этими делами занимается. Насчет молитвенной комнаты. Ну, тут по-разному. Каждый считает себя больше мусульманином или меньше мусульманином. А если смотришь, там, кто вот этот больший, так называемый, в кавычках, мусульманин, чем он занимается, ну, ты видишь его там сущность души. Больше показухи, чем там дело. Насчет молитвенной комнаты, конечно, это полный абсурд.
Почему? Потому что наш перинатальный центр или там любая больница, они должны соответствовать стандарту. Есть стандарт свой прописанный. И там, где люди должны приехать туда, ребенок родился, бабушка. У нас нет такого, что муж купил цветы, пошел жену встречать. Ну, уж точно у нас никто не отнимал того, что бабушка, дедушка или кто-то встречал, так? Врачу цветы дал там, или это, роженице цветы дал, еще что-то делал. Куклу там, или еще что-то купить. Они так приехать и сказать, эй, да, он маснам, иди, выйти к сендации. Вот специально есть комната, там должны продаваться цветы. И это стоит прямо на центральном входе. На входе, вот в фойе заходишь, слева вот эта комната. Там повесили плакат, Каабу, картину хорошую, сделали ламасца. И я задаюсь вопросом. Даже если один человек разулся, он же разувается там, чтобы зашел ламас демедийцы, кугут рахмаях. Оно стоит прямо вот на вход. Ты зашел в фойе, красивейшее здание, и вот они стоят, его ботинки. А если 3-5 человек зашло, это, ну, да, цех, на угол было, что это перинатальный центр. Я вот им всем задаю вопрос. Вы сами этого не видите, что ли? Что нельзя сделать ламас на втором, на третьем, на пятом, на первом этаже. Только мы ищем комнаты. Можно сделать где-то ламас, ламас, да. А почему здесь его делали на входе? Они это понимают прекрасно. Но непонимание того, пока я это не пройду, вот это меня удивляет и смешает. Такая же картина была вот, в детском садике. Заходим, то ли это бухгалтерия, то ли какой-то кабинет. Я же не против, если вы там какую-то суру с Кораном, вон у меня висит. Так, нет? Красиво оформлено, висит, никто же не против. Но если ты перед своим рабочим местом повесил какую-то суру с Корана, сделай там табличку красивую, там, повесь красиво. Если, ну, если тебе надо, если душа требует. Но когда скотчем на стандартном листе распечатана сура с Корана и висит это вот приклеено, или к дверям шкафа, там, я про это говорю, про эстетику. Ну а кому надо к себе там грехи накапливать на ровном месте, они, конечно, начинают выдумывать. Ламазда, цадакайлари, Коран шязя, яза, адяхкари, ярдейтинцер. Ну, это уже их дело, если им хочется грехов накапливать. Вы волоктахсан кантирдал, кандас. Но тем не менее, я, конечно, жестко чиновников отругал и дал поручение во всех кабинетах проверить это. Мы делали, хоз хамаждас, и устол дат, язу, Коран язда хамаж, дят, шимот халмиз масна. Где попало разбрасывать, обычно хамаж хок, язу хоктох. Цендозул дуадиш хамаж хокас. И напоследок, по традиции, о том, какие мероприятия нам предстоят. Это вечер профессионального бокса. Я так понял, в центре этого мероприятия будет Рахим Чехкиев, и у вас недавно была с ним встреча. Не только с ним, а с другими представителями. Мы до конца года планируем брать мероприятия. Мы, кстати, я сразу хочу сказать жителям, отменили поездку, как это было в 2012 году, в Казахстан и Европу, потому что немало средств это требует, и как-то вот не нашлись и спонсоры, которые могли бы поддержать эту акцию. А, конечно, выделять для этого из бюджета средств я тоже не хочу, и их нет вообще. Поэтому отменили мы эти поездки в Казахстан и в Европу. Там люди ждали, хотели видеть наши творческие коллективы. Здесь, в республике, как я говорил, у нас есть ряд открытий важных объектов, ряд спортивных мероприятий. И битва нартов, где у нас будет титульный бой Хамзата Далгиева с Бухингером. И вот такой хороший вечер бокса профессионального делать. И там же, скорее всего, мы подпишем соглашение Минспорта с Рахимом о том, чтобы построить там здание Академии бокса и возродить или там создать хорошую школу профессионального бокса в республике под руководством Рахима Чехкиева. Мы эту помощь оказываем, то, что от нас зависит. А дальше же, насколько будет Рахим готов вот эту школу повести. Ну что ж, спасибо за интервью. Хорошей недели.